Настольный теннис – это вид спорта, которым можно заниматься в любом возрасте. Если заниматься им в развлекательных целях, то дает хорошую нагрузку на весь организм. Даже людям в возрасте такой спорт не противопоказан. В соревнованиях также нет никаких ограничений по полу и возрасту. Мужчины могут играть с женщинами, а дети с пожилыми людьми. И это не единственные интересные факты про настольный теннис. Настольный теннис, каким мы его знаем сегодня, зародился в конце 1880-х годов в Англии. Создатели игр пытались подражать популярному виду тенниса на траве и разработали версию для помещений. Первые виды имели различные наименования, что объяснялось разными разработчиками условий. К этим названиям относились indoor tennis, whiff-waff и пинг-понг. Однако первая игра, которую мы знаем, пришла в 1890 году. Изначально настольный теннис – это очень такая интересная игра. Игра длится до 11 очков и по 2 подачи каждый человек. Мы когда начинаем, с руки. Скидываем, чтобы понять, чья подача будет первая. Допустим, если я сейчас выиграю с руки, я начинаю свои первые 2 подачи. Следующая, одна из самых, наверное, легких подач, я бы поставил на предпоследнее место. Это подача, когда мы закручиваем мячик в какие-то из сторон. Вот смотрите, если вы хотите закрутить мяч, допустим, в эту сторону, вы должны мяч, подкручивая, бить ракеткой в эту сторону. Если в другую сторону, соответственно, в другую сторону. Да? Давайте попробуем. Согласно исследованию, проведенному Национальной сборной Китая, максимальное количество вращений мячика во время игры составляет порядка 8000 оборотов в минуту. Давайте я вам покажу самой легкой подачи, которую новичок может изначально научиться. Ты немножко присаживаешься, подкидываешь мячик, и тебе нужно ракеткой провести около мячика, прямо около своего уха. Подача называется томагавк. Начинали. Поехали. Все. Это является самой легкой подачей. Так как во время игры задействовано все тело, это хорошо помогает сбросить лишний вес, а вдобавок вы забудете о раздражительности и стрессе. В теннис я пришла чисто случайно, просто поиграла с другом, и мне очень понравилось, потому что в тот момент у меня было очень много мыслей по работе, и как только я взяла ракетку, все мысли улетучились, и мне было очень интересно. Играла я на протяжении 2 месяцев, просто как обычный любитель. Но я знала, что в августе у меня упало зрение, было -2 на одном глазе, -1,85 на другом. И, соответственно, буквально в октябре я пришла к своему окулисту, и окулист очень удивился, сказал: Дира, у тебя 100% зрение, что случилось? И я сказала, что я просто играла 2 месяца в теннис. Настольный теннис улучшает зрение. На данный момент у нас в Достокпонге сейчас есть группы для детей. В основном к нам приходят дети, у которых плохое зрение, и результат не заставляет долго себя ждать. Буквально месяц-полтора у детей уже улучшается зрение. Также настольный теннис полезен для мужчин и женщин старше 50 лет, потому что он увеличивает мозговую активность, тем самым предотвращает инсульт. Если настольным теннисом заниматься непрофессионально, его вполне можно назвать одним из самых полезных для здоровья развлечений. Комиссия ЮНЕСКО даже отнесла этот вид спорта к наиболее перспективным за доступность.